Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в 500. 500 это карточная игра на взятки с очками, которая имеет несколько вариаций. В этом видео я расскажу вам про командный вариант. Игра очень похожа на карточные игры по типу Деберца, то что если вы умеете играть хотя бы одну из них, вы легко сможете сыграть 500, и поэтому я расскажу только отличия между этими играми. Для игры нужна колода из 43 карт. От пятерок до тузов в черной масти и, от четверок до тузов в красной масти и один джокер, цвет которого не влияет на игру. Старшинство некозырных карт красного цвета. Четверка, пятерка, шестерка, семерка, семерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз, джокер. Старшинство некозырных карт черного цвета. Пятерка, шестерка, семерка, семерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз, джокер. Старшинство козырных карт красного цвета. Четверка, пятерка, шестерка, семерка, семерка, девятка, десятка, валет, цвет которого совпадает с цветом козырного валета. Валет, дама, король, туз, джокер. Старшинство козырных карт черного цвета. Пятерка, шестерка, семерка, семерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз, джокер. Валет, цвет которого совпадает с цветом козырного валета, валет, дама, король, туз, джокер. Так что да. Количество игроков это 4, поделенное на 2 команды из 2 игроков, сидящих крест-накрест. Цель игры получить как минимум 500 очков. Раздача. Каждый игрок получает 10 карт. Сначала 3 картами за раз. 3 картами в центре. Это, можно сказать, прикуп закрытый. 4 картами за раз. Точнее. Ладно. Так, потом 3 картами за раз 5. Потом раздача завершается, начинается торговля. В раунде без козыря. После расположения джокера владелец должен сказать одну из мастей. Каждый противник должен ходить картами выбранной масти. Но это только будет для одной взятки. Так что итак. Так. Подсчет очков. Команда получает очки. За успешную заявку. За успешную ставку из торговли. В зависимости от номинала ставки. Шестерка, ставка шестерка трефы дает 20 очков. Заявка семерка трефы дает 40 очков. Заявка семерка трефы. Заявка 7 трефы дает 120 очков. Заявка 8 трефы дает 220 очков. Заявка 9 трефы дает 320 очков. Заявка 10 трефы дает 420 очков. Старшинство мастей это
Это трефы, бубны, червы, пики. Напоминаю, оно влияет только на торговлю. То что да. Ставка 6 бубны дает 40 очков. Ставка 7 бубны дает 140 очков. Ставка 8 бубны дает 240 очков. Ставка 9 бубны дает 340 очков. Ставка 10 бубны дает 440 очков. Ставка 6 червы дает 60 очков. Ставка 7 червы дает 160 очков. Ставка 8 червы дает 260 очков. Ставка 9 червы дает 360 очков. Ставка 10 червы дает 460 очков. Ставка 6 пики дает извиняюсь, короче. На самом деле трефы шестерка 6 трефа дает 40 очков. Семерка 7 трефа дает, короче, ставка 7 трефа дает 100. Короче, там 20 очков только увеличивается на 100 очков. То сюда. И там это в ставках, короче, бубновой масти там 60, потом увеличивается на 100 очков. То есть там 7, 100, 160, потом 260 и так далее. И это. В червах там, короче, там начинается с 80 и заканчивается 480 очками. Это сюда. Ставка 6 пики дает 100 очков. Ставка 7 пики дает 200 очков. Ставка 8 пики дает 300 очков. Ставка 9 пики дает 400 очков. Ставка 10 пики дает 500 очков. Итак, да, точно. Потом после пиковой масти в торговле идет ставка без козыря. Такая ставка с номиналом 6 дает 120 очков. Ставка 7 без козыря дает 220 очков. Ставка 8 без козыря дает 320 очков. Ставка 9 без козыря дает 420 очков. И наконец ставка 10 без козыря дает 520 очков. То есть ставка 6 трефа дает наименьшее количество, а ставка 10 без козыря дает наибольшее. Так что да. Итак, вражеская команда, то есть команда, которая проиграла в торговле, получает 10 очков за каждую взятку в раунде. Так что да. Команда получит минус, короче, получит очки в минус себе, если неудачно выполнит заявку. То есть наберет меньше очков, чем ставка из торговли. И еще команда получит 250 очков, если получит как минимум 10 взяток, и значение, короче, номинал ставки, как сказать, короче, ставка, которую они объявили в торговле, дает меньше 250 очков. То сюда. Итак, партия идет до тех пор, пока одна из команд не наберет как минимум 500 очков. Та команда выигрывает, вражеская команда проигрывает. То сюда.
Итак, думаю, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в 500 и это. Помимо всех отличий, которые рассказал, игра проходит, короче, игра совпадает с правила этой игры совпадают с правилами похожих игр, так что да. И так как мне больше ничего сказать, я на этом завершаю видео, так что всем пока.